Здравствуйте, меня зовут Роман Савинов. Я представляю вам дайджест новостей Нюрбинского района за последние дни. Я и мои коллеги расскажем вам о наиболее ярких событиях Нюрбинского района прямо сейчас. Нюрбинский район посетила представительная делегация коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики, Общественного совета Минтранса и Общественной палаты Республики Саха-Якутия во главе с первым заместителем министра Сергеем Владимировым. Первым делом по прилету в Нюрбу участники выездной коллегии ознакомились с ходом реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Нюрба. Там же на месте обсудили проблемные вопросы. А проблема заключается в следующем. Подрядчик попросту выполнил только часть работ. Было отсыпано 550 метров взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежной дорожки. И сейчас предприятие хочет подавать на расторжение контракта, что говорит о том, что подрядчик банкрот. Подрядчик, который зашел на 3-миллиардный объект, да, чтобы в банкротство уйти, это, сами понимаете, какие потери. Его вот эти вот позиции, они вообще не актуальны, как можно сказать. Но он ссылается, говорят, на постановление РФ по части повышения цен же, да, и по видам тоже, да. Так он их получил. Он прошел экспертизу, получил на 30%. увеличение. Не 30, там через экспертизу прошло где-то около 10%. Да. И он не согласился. 400 чем-то, 13 миллионов, да. 13% это 400 чем-то. Затем гости осмотрели асфальтобетонный завод и посетили Нюрбинское автотранспортное предприятие. Во второй половине дня прошла расширенная коллегия Минтранса Республики с участием делегаций соседних вилюйских районов. В заочном формате в нем приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Федотов, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев и другие. Обсуждены план работ коллегии Минтранса на текущий год, вопрос реконструкции аэропортов республики, организация авиаперевозок в период реконструкции аэропортов, проект концепции развития малой авиации и авиации общего назначения в республике, план дорожных работ на 2022-2024 годы в Улусах Алмазной провинции и перспективы развития федеральной автодороги Вилюй, новый порядок предоставления субсидий местным бюджетам из Дорожного фонда республики. Вот такие вот вопросы по авиации, по дорогам мы пообсуждали. Я думаю, проект решения, который мы в ближайшее время доработаем, с учетом всех этих предложений, пожеланий, мы его в ближайшее время примем и утвердим. Руководство Нюрбинского района на коллегии ставило вопрос строительства мостового перехода через речку Конанчан, который соединяет 5 населегов с районным центром. Также на повестке дня обсудили вопрос поддержки пилотного проекта Нюрбинского района по асфальтированию улиц населегов, расположенных вдоль ФАТ-Вилюй. Это, я думаю, пилотный проект по всей республике, даже Российской Федерации такого аналогов нету. Мы попросили софинансирование со стороны Министерства Дорожного фонда. Половину мы будем предусматривать с местного бюджета. На выездной коллегии были намечены предстоящие цели и задачи по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие малой авиации в регионе, а также были затронуты и другие немаловажные вопросы по развитию дорожного хозяйства региона. На фоне роста цен на продукты первой необходимости по стране в Нюрбинском районе внимательно мониторят цены на социально значимые продукты питания. Каждый понедельник и четверг проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в магазинах города Нюрба. В целом резких повышений цен не наблюдается. Все магазины устанавливают цены согласно 22-го приказа Госкомитета по ценовой политике республики от 21 декабря 2021 года. Для дальнейшего контроля роста цен и завоза продовольственных товаров создана рабочая комиссия. На последнем заседании говорили о проблемах с поставками, но муниципальный район, в свою очередь, озвучил о готовности выделения средств на устранение проблем с завозами в ближайшее время. Острых проблем с запасами продуктов на складах нет. И тарифный агент каждый день мониторит. Общественники начали выявлять, делать рейтинг, где магазины, у которых самые высокие цены, магазины, у которых самые низкие цены. Сейчас цена держится. Наши предприниматели это потихоньку начали чувствовать по поставке продукции, поэтому оперативный штаб на той неделе должен выработать конкретные решения, как помочь нашим предпринимателям, как помочь нашим жителям. Сложности наших районов в том, что у нас 2 реки, весной и осенью отрываемся от логистической схемы, поэтому нам надо плотно и хорошенько думать в этом вопросе. Конечно, мы
с депутатами, с предпринимателями думаем и с участием представителей банков постоянно разговариваем на тему, обсуждаем, вырабатываем свою схему. Но есть 3 варианта, как бы создать свой залоговый фонд и на этот счет брать кредиты своим предпринимателям. Есть у нас Центр поддержки предпринимательства, и там есть свой фонд, можем там как бы через этот фонд сделать. Ну и депутаты тоже должны до понедельника, на той неделе внести свои предложения. Так что мы тоже над этим подумаем, и поэтому с ресурсов за счет бюджета района будем помогать. То есть у муниципального района есть средства, чтобы в случае чего помочь? Да, сегодня как бы представители Алмазного региона мы имеем возможность в такие критической ситуации выделять средства на защиту своего населения. Специалисты дирекции биологических ресурсов Института биологических проблем Кириалита-зоны и администрации Нюрбинского района проводят учет численности охотничьих ресурсов методом авиаучета. Мероприятие полностью финансируется за счет бюджета администрации Нюрбинского района. Для авиаучета используется малая авиация. Для нашего региона данный метод учета является наиболее абсолютным. Мероприятие направлено прежде всего на уточнение биоразнообразия. На основании полученных данных будет произведен пересчет численности копытных на исследуемых территориях. Всем известно, что этим летом в Нюрбинском районе и в республике в целом бушевали лесные пожары. В связи с этим в ходе учета выяснится, изменилась ли численность животных. По итогам мониторинга также выяснятся места наибольшей концентрации диких животных для последующего принятия мер по охране и их воспроизводству. Мы проводим аудиовизуальный учет диких копытных в Нюрбинском районе. Цель это наша посчитать всех диких копытных, животных, которые здесь находятся. Пролетели вчера общей сложности 684 километра. Это северо-восточную часть Улуса мы в основном облетали. Сегодня мы летим уже северо-западную и южную часть. Отработаем. По численности пока рано говорить, сколько будет, это уже видно будет после обработки материалов. Нюрбинская центральная районная больница за последние годы активно проводит модернизацию первичного звена и улучшает материально-техническую базу. На прошлой неделе закончилась установка нового стационарного рентген-комплекса в лечебном отделении, приобретенного в рамках национального проекта здравоохранения. Быстрота нового рентгенологического аппарата поможет повысить качество оказания медицинской помощи при самых различных заболеваниях. Предварительный просмотр снимка возможен уже через несколько секунд, а обработанное высококачественное изображение оперативно можно передать на любую рабочую станцию информационной системы больницы, а также на общую базу республиканской сети «Архимед». Кроме этого, успешно работают и другие приобретенные аппараты в рамках национального проекта здравоохранения. Так, 2 аппарата нового видеогастроскопа. Один был установлен в стационарном отделении, и второй аппарат ФГДС, установленный в районной поликлинике, успешно проводят обследование пациентов с проблемами пищеварительного тракта и тех, кто проходит второй этап диспансеризации. На прошлой неделе у нас завершилась установка нового рентгенологического оборудования, которое поступило к нам в рамках национального проекта здравоохранения. Монтаж шел около больше недели, установлен, сейчас уже работает. То есть новое оборудование является полностью цифровым и с функцией бронхоскопии, то есть рентгеноскопии. То есть она подключается и к нашей сети МИС, медицинская информационная система, и к общей республиканской сети «Архимед». То есть снимки, которые мы сделали у себя на аппарате, могут смотреть врачи-рентгенологи, которые находятся как в Якутске, так и в других районах нашей республики. Кроме этого аппарата ФГДС. Также в прошлом году к нам поступили оборудование, это ФГДС, 2 аппарата, которые установили в районной поликлинике, в котором проходит обследование амбулаторные больные,
как которые находятся на диспансерном наблюдении с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, так и те, которые проходят второй этап диспансеризации определенных групп взрослого населения. Также такой же аппарат установлен в стационарном отделении, то есть помощь, диагностику получают лица, которые находятся у нас на стационарном лечении, которые поступают в экстренном порядке в наше хирургическое отделение. Национальный проект здравоохранения в Нюрбинском районе внедряется успешно. В прошлом году была построена врачебная амбулатория в селе Харула. Начался капитальный ремонт здания лечебного корпуса хирургического отделения в городе Нюрба. Кроме этого, по программе оснащения первичного звена в Хорулинские и Марские врачебные амбулатории были переданы новые автомашины УАЗ. Так, в прошлом году мы получили наркозно-дыхательную аппаратуру для отделения реанимации, эндоскопическое оборудование для проведения ФГДС в районной поликлинике, также эндоскопическая стойка для проведения лапароскопических операций для хирургического отделения. Также с прошлого года началось переоснащение рентгенологической службы. Получили 2 ФЛГ-аппарата, один переносной, другой стационарный, который установлен в районной поликлинике. И также на днях мы ожидаем монтаж рентгенологического оборудования на 3 врачебных места. Районная целевая программа охраны здоровья населения тоже реализуется успешно. Выделенные средства из бюджета муниципального района недавно был построен и введен фельдшерско-акушерский пункт в селе Хаты. В целях оснащения оборудованием и автотранспортом со стороны района ведутся и другие плановые работы. До пандемии получили анализатор для проведения ПЦР-диагностики. Мы его планировали работать для выявления туберкулеза, но в связи с пандемией мы его используем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Также в рамках районной целевой программы запланировано строительство врачебной амбулатории в этом году в селе Мар и также фельдшерского пункта в селе Киров. По федеральной программе национального проекта и со стороны Министерства здравоохранения Республики и содействия муниципального района продолжаются работы и по строительству медицинских учреждений, оснащение оборудованием и автотранспортом продолжается. Второй год в хирургическом отделении города Нюрба в рамках национального проекта здравоохранения проводится капитальный ремонт, который завершится уже совсем скоро. Таковы самые яркие моменты Нюрбинского района ближайших дней. На этом у меня все. До встречи.